Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите очередной выпуск программы «Утро Якутии». И сегодня с вами это утро встречаю я, Дарья Анкехова. На календаре сегодня 19 октября, вторник. И как обычно, наш эфир будет насыщенный. Очень много интересной полезной информации и, конечно, наши уникальные и интересные гости. Позвольте проанонсирую для вас, что сегодня нас ждет. Сегодня в течение нашего эфира мы узнаем немножечко совсем о истории художественной студии для юных дарований Алдана. Также мы обязательно узнаем, как пройдет географический диктант на территории нашей любимой страны. Обязательно мы сегодня поговорим, как правильно выбрать автосигнализацию. Ну и, конечно, пригласим наших гостей, которые расскажут, что же так манит известных блогеров в нашу родную Якутию. Не забываем о том, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть уникальная возможность принять участие в нем. Для этого вы можете отправить свои сообщения. Ну, допустим, поздравить близких, либо поделиться какой-то яркой, радостной новостью. Для этого пишите нам на WhatsApp номер, который вы видите прямо сейчас на экране. У нас работает Instagram-страница. Туда вы можете отправлять свои фотографии, возможно, какие-то вопросы или идеи для нашего эфира. Ну что, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Ну и мы начинаем наш утренний эфир с погоды. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 14, минус 9 градусов. В заречной группе районов 14-10 градусов со знаком минус. В южных районах 6-4 ниже 0. В Вилюйской группе 7 плюс 2 градуса. В Нижнеленских 11-9 со знаком минус. В западных районах 2 плюс 1. В Колыменде-Гирской группе улусов минус 25, минус 12. В Янских районах 32-16 градусов холода. В Янских районах 32-16, на северо-западе минус 9 плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 11 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем небольшой снег, ветер южный. Температура воздуха ожидается до 7 градусов. Вот такая замечательная погода порадует нас сегодня, 19 октября. И действительно, ожидается небольшой снег, а это значит, что зима еще, знаете, не вступает в свои права, поэтому наслаждайтесь погодой, встречайте утро на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Ну а у нас замечательная новость. В Покровске через 3 года появится станция скорой помощи. Это будет двухэтажное здание стоимостью 12 миллионов рублей. С этими подробностями наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В Хангаласском районе строят здание скорой помощи в городе Покровске. Работы ведет компания «Сибстрой» по финансовому лизингу. То есть заключен договор с Хангаласской районной больницей на 3 года. В течение этого периода медучреждение за счет средств ОМС вносит платежи согласно утвержденному плану. По проекту новое здание скорой помощи должно быть двухэтажным, общая площадь 80 квадратных метров. Стоимость строительства 12 миллионов рублей. В данном году, в сентябре этого года, в нашем районе начато строительство здания скорой медицинской помощи. Здание строится по лизингу компании ООО «Сибтранстрой». В здании будет располагаться гараж на 2 машины и на 2-м этаже пульт. На этой неделе ожидается поставка материалов по внутренней отделке здания. И до декабря, срок у нас до декабря, ожидается уже ввод здания в эксплуатацию. В День матери и отца Республиканский перинатальный центр осчастливил 13 семей. Накануне в родильном отделении появились на свет 7 мальчиков и 6 девочек. При выпуске по случаю рождения в День матери роженицы получат подарки от перинатального центра. В целом в текущем году Республиканская клиническая больница приняла более 4200 родов, а за весь прошлый год в центре родились 6100 детей.
В родильном отделении перинатального центра трудятся 23 акушерки. В одной смене дежурят 5 специалистов-акушеров. Самые первые роды – это шок, что я никогда в жизни сама не буду рожать. Такое ощущение было. А потом втягиваешься, и это вот появление, это же, как говорится, таинство, да? И, конечно, я была в шоке, но от этой ситуации, это тяжело, трудно, двойная ответственность получается. Как говорят, призвание, оно и есть призвание. Я помню в детстве, оказывается, потом же говорят же психологи, детей смотрите до скольких-то лет, во что они играют. И мы всегда почему-то в роддоме играли. И я потом это сама со своим ребенком осознала, оказывается, изначально я всегда была акушеркой. Родопринимаешь там? Кукол, не кукол, типа вот это. Скорее всего, это и есть призвание. Во-первых, найти контакт, разговорить женщину, чтобы она начала тебе доверять. Что вот этот процесс зависит от тебя, как ты настроишь женщину, потому что ты же даешь женщинам ощущение безопасности к успешным, здоровым родам, чтобы ребенок появился здоровый, и с женщиной, чтобы все было в порядке. В этом году 137 медиков республики поедут работать в сельские учреждения здравоохранения по программе «Земский доктор». Преимущественные квоты предоставили для арктических районов республики. Из общего количества земских медиков 84 специалиста будут работать на арктической территории. Отметим, что категории медработников в этом году расширены. Более того, с этого года возобновили программу улучшения жилищных условий. То есть земские врачи до 40 лет имеют полноправную возможность получить дополнительную денежную выплату для приобретения благоустроенной квартиры. Врачи до 40 лет, прибывшие, переехавшие в арктические и северные районы нашей республики, имеют право участвовать параллельно в программе обеспечения жильем медицинских работников. Программа предполагает предоставление социальной выплаты в размере 50% от стоимости типовой однокомнатной благоустроенной квартиры на приобретение жилья с условием обязательной отработки в медицинской организации в течение 5 лет. На сегодняшний день показатель эффективности реализации федеральной программы как земский доктор и земский фельдшер всего заключено 16 договоров. Из них с врачами 11 и 5 фельдшеров. Спасибо большое, Сергей. Ну а мы движемся далее. Сегодня свой 69-й день рождения отмечает известная актриса Вероника Кастро. Люди старшего поколения помнят ее роли в первых сериалах, которые транслировались на центральном телевидении, такие как «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут». Какими еще важными событиями запомнился этот день, узнаем сейчас. На календаре 19 октября. Сегодня отмечается Всемирный день балета, Всероссийский день лицеиста, Всемирный день борьбы с остеопорозом, День образования Приморского края и День военного связиста в России. По народному календарю сегодня Фомин день. В этот день отмечается память святого Фомы, одного из 12 апостолов. Он жил в Галилее и занимался рыбной ловлей, пока не услышал однажды проповедь Христа, которая побудила его бросить дом и присоединиться к Иисусу в его странствиях. Вскоре он был избран в число ближайших учеников. На Фому наблюдали приметы погоды. Если день выдавался безветренным, это предвещало скорейшее похолодание. Говорили также, что в этот день по небу плывут последние кучевые облака. В этот день, в 1097 году, на Совете князей в Любичи узаконено разделение Руси на удельные княжества. В 1941 году в Москве объявлено осадное положение. Государственный комитет обороны принял постановление, которым с 20 октября 1941 года объявлялось осадное положение в Москве и прилегающих к городу регионах. Постановление, в частности, предписывало нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте. В 1943 году в этот день открыт антибиотик стрептомицин. В 1956 году подписана совместная советско-японская декларация о прекращении войны и восстановлении дипломатических отношений. В декларации предусматривалось, что в короткие сроки между СССР и Японией начнутся переговоры о заключении договоров или соглашений по вопросам торговли и торгового мореплавания. Одновременно с декларацией вступят в силу Конвенция о рыболовстве и Соглашение о спасании людей, терпящих бедствия на море.
от 14 мая 1956 года. В 1960 году начало экономической блокады Кубы. Правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой. Американское правительство объявило о полной экономической блокаде Кубы, прекратив все операции по фьючерсным контрактам на поставку нефти новому коммунистическому строю и экспорту сахара. Срыв этих долгосрочных договоренностей принес обеим сторонам огромные потери. Каждый последующий президент США добавлял свои декреты или законы по ужесточению эмбарго. В этот день родились Умберто Баччони, итальянский художник, скульптор и теоретик футуризма. Александр Галич, советский поэт, сценарист, драматург. Жанна Болотова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Вероника Кастро, мексиканская актриса, певица и телеведущая. В 1970 году дебютировала как актриса кино. С выходом в свет сериала «Богатые тоже плачут» Вероника стала знаменитой. Роль Марианны принесла ей успех мирового масштаба. Эвандер Холлифилд, американский боксер, многократный чемпион мира, призер Олимпийских игр. Холлифилд – единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе и единственный в истории профессионального бокса, кому удавалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в 2 весовых категориях. Именины сегодня отмечают Иван, Макар, Никанор и Фома. Якутское отделение Русского географического общества готовится к важному событию – ежегодному географическому диктанту. Как и где он будет проходить, кто может принять участие и какие основные условия для именно непосредственно участников, мы узнаем сегодня. К нам сегодня пришел наш утренний гость Михаил Чиросов. Доброе утро. Доброе утро. Михаил, вы являетесь членом регионального совета отделения Русского географического общества. И как никто другой знаете об этом диктанте, наверное, все, да? Вот можно вначале небольшое такое предисловие, да, в который раз он проводится на территории республики. И, соответственно, вспомним прошлый опыт. Максимальное количество участников принимало участие в прошлые годы. Ну, он идет с 2015 года, то есть он будет сейчас 7-й раз. Мы с первого раза активно участвуем, и первые 3 года мы маленькая республика относительно по численности населения, были всегда впереди всей России. Потом нас чуть-чуть немножко догнали, перегнали, но все равно мы в числе массовых находились. Но каждый раз вот новая ситуация. Вначале был бланк такой коротенький, мы его удлинили. Потом Москва взяла этот бланк шифрования и так далее. Сейчас, конечно, у нас пандемия, и мы уже адаптировались, ну, все общество. Ну и мы у нас в Якутии, зная, что у нас огромный опыт дистанционного образования, обеспечения интернета, в этом наше министерство активно помогли. Мы сейчас уже разработали дистанционный формат, который фактически может обеспечить все население республики, как ни странно. Ну, то есть примерно мы сколько человек-то ожидаем участия? Ну, да, вы спросили. Да. Ну, у нас было максимум, это где-то 18 тысяч. Это очень большая, при наличии, что в Москве было 6 тысяч, у нас было почти 18, да. Но сейчас мы, конечно, так сильно не настаиваем, как в прошлый год. Это оргработы у нас поменьше, потому что регистрации теперь делают не мы централизованно, а каждый желающий предприятие, в основном школы у нас. Поэтому мы как бы думаем, что мы должны держать этот уровень, планку, даже увеличить. Поэтому мы призываем регистрироваться, и алгоритм, он известен. Ну вот, давайте немножечко поподробнее о том самом алгоритме. Что необходимо для участия именно в географическом диктанте? Наличие гаджета, да, и... Ну, сначала надо, чтобы организатор появился и зарегистрировал площадку в интернете, потому что все в дальнейшем идет через электронные формы, то есть даже бланки, презентации, вопросы, все пересылается по электронной почте. И, соответственно, человек, получив бланк с индивидуальным номером, даже QR-кодом, он его заполняет и может отсканировать и отправить обратно. Даже можно электронно ставить галочки и отправляет организатору, он его загружает, немножко там делает фото, соцсети и так далее. И очень простейшая сейчас стала форма. Это чтобы увеличить массовость. То есть, в принципе, сейчас даже отдельно взятая семья может зарегистрировать площадку, взять своих родственников в разных местах. Сесть и провести. Там, главное, чтобы был
один такой инициатор, энтузиаст, который на себя возьмет ну, такой простейший организационный набор. Набор. Да. Ну, а вообще, какие основные цели, задачи подобных мероприятий, да? Все-таки опыт уже есть, и для чего проводится географический диктант? Ну, вообще, география – это такая, во многом считать, одна из фундаментальных областей вообще знания человечества, когда надо знать, что такое Земля, в целом наша экономика. Это все такое мировоззренческое. И, ну, общая тенденция такая пошла, что особенно поколение, которое вот недавно появилось на свет, оно как бы не очень хорошо знает географию. Это опыт показывает, делает анализ, и наше как бы советское поколение, оно географию лучше знает, чем все остальные. Да. Поэтому, чтобы поднять интерес к географии, чтобы были знания фундаментальные, крупномасштабный кругозор, для этого вот был придуман географический диктант, причем инициирован очень известными людьми, в том числе президентом нашей страны Вячеслав Фетисов, Шойгу и другие. Ну, люди решили показать свои знания, и чтобы вся страна, главное, участвовала в одном порыве, в один день, желательно в один час. Все пишут одновременно. Это как уединение, начиная с маленьких деревень, заканчивая Московским университетом, который является центральной площадкой РГО. Михаил, а подскажите, пожалуйста, все-таки существуют же какие-то категории, да? То есть ученики пишут свой диктант, да, на свои определенные вопросы, или все-таки прям единство во всем здесь? Да, единство во всем, поэтому мы рекомендуем где-то вот 7 класс, 8, чтобы они писали, но в принципе мы не запрещаем, чтобы все писали. Да? Потому что иногда порой соприкоснуться и поучаствовать, это тоже неплохо. Ну, возможно, наши телезрители сейчас, услышав впервые про географический диктант, задумались. Интересно, а какого рода вопросы вообще там будут? То есть столицы определенных стран или все-таки намного все интереснее и как-то завуалировано? Да, ну вот, есть 10 вопросов, которые такие очень простые, там типа вот один из чего-то выбираешь, это попроще вопросы на знание, некие точности, а вот 30 вопросов, они необходимо подумать. То есть там есть интересные даже из литературы, описание местности, вот образное такое. Нужно догадаться, какой это регион. Народ, если этническая группа, там пишется особенности. То есть, ну, надо как бы логику применить. В том числе сравнительный географический метод такой нужно. Необходимо подумать. Ну, тут главное не всегда прямо точно знать, главное проверять себя и расти относительно себя. Я, например, никогда на 100% не получал, будучи профессиональным географом по образованию. Ничего страшного. Ну, в принципе, ну, такие неплохие баллы были. А 100-бальники-то бывают у нас? 100-бальники у нас по республике, конечно, бывают. Очень много, да? Мы их примерно некоторых знаем. Правда, не всегда мы поощряем, но вот в частности, мы сейчас планируем, что будем какую-то программу разрабатывать и как-то их отмечать. На уровне России там что-то есть такое, но их там настолько много, что в масштабах всех не запомнишь. На уровне республики чуть поменьше, конечно. Ну и тогда итогом географического диктанта для каждого участника что станет? Ну, во-первых, надо сказать, что итог подводится в масштабах страны, там регионы сравнивают. Конечно, регионы с большим числом участников, у них показатели, баллы, может, поменьше становятся, но мы должны все-таки замассовать, потому что люди должны знать про географию вообще в целом. Поэтому итогом является некий анализ, какие области знания хуже знают, какие лучше. То есть, соответственно, вносятся дальше предложения по корректировке учебников, учебных программ, планов и так далее. Ну, и это, во-первых, это диктант географии России. То есть там нету зарубежных вопросов, нету там «укажите, где Килиманджаро» там, и другие географические вещи. Это только по России. То есть определенный вопрос патриотизма, воспитательный, он тоже там заложен. Тоже там. Давайте проанонсируем, когда, где, во сколько нужно будет принять участие. Ну, во-первых, я уже говорил про энтузиастов, которые должны до 5 числа зарегистрировать. Дальше можно делать регистрацию на сайте РГО, проситься в те или иные площадки. Ну, лучше, конечно, ближайшие указывать, да, там, где есть знакомые. И это будет все 14 ноября с 12 часов. Должны все одновременно начать писать. Ну, организаторы, конечно, отправят чуть пораньше, потому что люди должны сделать распечатку, там, сделать, но это желательно делать в таком быстром режиме, без всяких дополнительных помощи. Ну, лучше показать
свои знания. И напоминаем вам о том, что в этом году все происходит в дистанционной форме, Да, правильно? мы хотим соответствовать указу Да. Александра Сергеевича, и никого не нарушать, и максимально, чтобы было. Но если где-то есть регионы, где там маленькое население, нет проблем, то они могут собраться, прийти и сделать в печатном виде, как обычно. И индивидуальный номер получает, который никто не знает оценку, только вы. Вот так вот. Михаил, ну а у меня личный вопрос к вам. Ну, глупо, наверное, спросить, какой у вас был любимый предмет в школе? География, хотите сказать, да? Нет, у меня было несколько предметов. В частности, я и биологию любил, я сейчас доктор биологических наук все-таки. И на стыке это получилось. Ну и математика тоже была, в принципе, тот предмет, который нужен для жизни. Нужен для жизни. А как у вас с русским языком? Я учился где-то ближе к пятерке, но все равно мне пятерку в 8 школе, которая скоро будет юбилей, не ставила. Алла Ивановна Кашевая, она была очень жесткая. И я считаю, что я, здесь у меня маленькие недочеты, я там запятые, окончания, обороты, это все сложновато, но я, в принципе, достаточно грамотный человек все равно. Ну вот вы, наверное, тогда знаете такое словосочетание, да, как попасть в просак и его значение, да? Ну да, это оказаться в не очень хорошей Не очень ситуации, да. ситуация хорошая. Да. Но именно для этого существует у нас постоянная рубрика «Говорим правильно», где мы раз в неделю стараемся узнать что-то новое из тех самых правил, сводов русского языка. Это очень Давайте хорошо. посмотрим. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы продолжаем наш разговор о фразеологизмах. И сегодня мы поговорим о таком странном фразеологизме, как попасть в просак. Так мы обычно говорим, когда попадаем в глупое, затруднительное или смешное положение, или же не замечаем опасности. Почему же я сказала, что оно странное? А странное, потому что в нем интересное слово есть – впросак. Что же такое просак и почему мы туда попадаем? Дело в том, что когда-то делали у нас мастера при помощи специального станка веревки, канаты. И вот этот станок назывался просак. На самом деле работать на этом станке было опасно, потому что одежда или борода могла попасть в этот станок. И тогда работник мог лишиться здоровья, жизни, в худшем случае, а в легком случае бороды или одежды. Слово исчезло, а выражение осталось и по-прежнему украшает нашу жизнь. Смотрите нашу передачу и узнавайте больше о языке. Плохих картин не бывает, убеждена алданская художница Ирина Селиванова. Педагог по образованию, самосовершенствуется в свободное время. Ощутив потребность поделиться мастерством, она открыла художественную студию и сейчас передает свои навыки детям. К магии изобразительного искусства прикоснулись и наши корреспонденты. В художественной студии Ирины Селивановой очередное занятие. Девочки создают объемный пейзаж. Процесс сложный, умозрительно необходимо представлять каждый штрих. Это называется пластилинография. Мы рисуем, так скажем, пластилином. Мы на основе, на твердой, размазываем красиво, с красивыми переходами пластилин. И также мы учимся смешивать пластилин, то есть мы создаем свои оттенки. Аналогичные задания уже выполнили другие группы, посещающие художественную студию. Все созданные пейзажи разные, однотипных картин здесь нет. Ученики познают разные художественные техники и учатся их комбинировать. И здесь мы занимаемся творчеством в разных направлениях. То есть мы не только рисуем, мы и лепим из пластилина, из глины, рисуем на витражах, то есть разные техники осваиваем. Художественная студия Ирины Селивановой в первый день зимы отметит день рождения. Год назад в бизнес-инкубатор пришли юные художники. Сегодня студию посещают порядка 60 дошколят и школьников. Ирина Юрьевна начала заниматься тоже с дошколятками и школьниками, тоже учит их азам рисования. Возможно, будут у нас и художники будут у нас в Алдане, потому что у меня у самой отец художник был. И в то время было очень много плеяда художников в художественном училище. Сейчас что-то не так много, но хотелось бы. По-другому назвать.
По образованию Ирина Селиванова – педагог. Ранее она работала в школе. Обучая ребят изобразительному искусству и черчению, в свободное время Ирина Юрьевна самосовершенствовалась, оттачивая мастерство. Я, в принципе, люблю детей. И, видимо, настал такой момент, что хочется своими навыками с кем-то поделиться. То есть я рисую портреты, сама создаю, сама себя развиваю. И в какой-то момент я подумала, почему бы не помогать развиваться детям в творческом направлении. Плохих или неправильных произведений, убеждена Ирина Юрьевна, не бывает. Любое творчество является воплощением мировосприятия автора. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Группа из 6 студентов Петербургского ИТМО создали действующую модель экзоскелета, способную поднять 60-килограммовый груз. Костюм состоит из звеньев, которые были изготовлены методом 3D-печати и обтянуты углеволокном. Декоративные же панели для обвески оборудования студенты создавали из стекловолокна. Как рассказал студент Евгений Губкин, ребята уже написали алгоритм, позволяющий считывать сигналы с датчиков на костюме и отправлять их обратно для обработки в командном центре. По его словам, чтобы поднять и удерживать груз, необходимо нажать всего лишь на одну кнопку. По мнению главного идейного вдохновителя и испытателя костюма Алексея Людякова, в будущем их разработку могут применить в промышленности, спасательной области МЧС или даже в военных целях. Как рассказали ребята, аналог экзоскелета на рынке стоит около 10 миллионов рублей. Однако себестоимость их доспехов по приблизительным расчетам будет в 6 раз ниже, благодаря использованию технологий 3D-печати. Вот такие замечательные новости. У нас есть сообщения от наших уважаемых телезрителей. Позвольте мне их зачитать. Нашу любимую учительницу Анну Владимировну хотим поздравить с юбилеем. Долгих вам лет и здоровья. Ваш 11 А. Еще одно сообщение. Галину и Василия поздравляем с 10-летием со дня свадьбы. Счастья вам и понимания. Семья Кругловых. Вот так вот. Дорогие друзья, успевайте, пишите нам свои сообщения на номер телефона, который вы видите прямо сейчас на экране. У вас еще есть время принять участие в нашем утреннем эфире. Ну а мы движемся далее. Как узнать историю своей страны намного глубже, чем описывается в учебниках? Конечно же, из хронологических книг. Сегодня в нашей рубрике «Книжная полка» произведение Леонида Юзофовича «Зимняя дорога». Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха» мы поговорим о книге Леонида Юзофовича «Зимняя дорога». Она несколько отличается от тех рекомендаций, которые были в предыдущих выпусках. Ведь эта книга – это не просто произведение, а настоящий подарок для тех, кто желает узнать историю своей страны намного глубже и детальнее. Леонид Юзофович – известный писатель, историк, автор таких романов, как «Казароза», «Журавли и карлики», автор биографии Унгерштейна, Штенберга «Самодержец пустыни», а также сценарист фильма «Гибель империи» и лауреат таких премий, как «Национальный бестселлер» и «Большая книга». «Зимняя дорога» рассказывает о малоизвестном эпизоде во время гражданской войны в России, о героическом походе сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922 и 1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал в течение многих лет, но написана она в форме документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования – две неординарные исторические фигуры. Белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный командир-анархист и будущий писатель Иван Строт. В центре книги их трагическое повествование среди якутских снегов, история о жизни, любви и смерти. Произведение мотивирует радоваться каждому дню и не забывать о том, что не бывает никогда так плохо, как не могло бы стать еще хуже. Зачастую обстоятельства бывают выше личности, однако ни при каких ситуациях не стоит терять свое человеческое обличие, опускать руки и изменять себе. Приятного чтения! Для тех телезрителей, кто только подключился к нам, мы напоминаем, что вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что у вас есть уникальная возможность, во-первых, проснуться вместе с нами, зарядиться энергией на рабочий день, и, конечно, возможно, поделиться радостным настроением с нами. Для этого все очень просто. Вы можете отправить свое сообщение на номер телефона, который вы видите прямо сейчас, и мы обязательно
конечно, я думаю, успеем все это прочитать в эфире. Я думаю, это замечательная такая возможность поделиться просто радостью и хорошим настроением. Ну что, дорогие друзья, уже в следующем году дорожники готовы будут к сдаче участка дорожного полотна на участке от Жатая до Тулагина-Кильдямского наслега. Действительно, мне кажется, весь город уже ждет с нетерпением этого события. И уже сегодня укладка асфальта практически завершена. Сейчас на участке ведутся сопутствующие работы. Подробнее об этом расскажет нам Сергей Михедов в выпуске новостей. Якутия, доброе утро. Далее небольшой блок новостей. Завершают обустройство дороги на участке Жатай-Тулагина-Кильдямский наслег. Работы идут с опережением графика. Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог республики. На большей части автодороги уложили второй слой асфальта. Осталось дело за малым. Начали прокладку электрокабеля, чтобы подключить освещение. А в ближайшие дни начнется обустройство ограждений. Объект полностью планируют сдать в следующем году. Но в настоящий момент нами реализуется реконструкция объекта автомобильной дороги НАМ на участке километра 11, километра 18, протяженностью 7,2 километра. Объект у нас разделен на два этапа. Первый этап – это протяженность 3,3 километра и второй этап – 3,8. В настоящий момент подрядчиком заасфальтирован первый этап полностью и проводятся работы по установке опор освещения. И думаем, что до конца года полностью закончим эти работы. По планам объект должен был сдаться в 2023 году, но исходя из мощности подрядной организации ЗАО «Дороги Саха» было принято решение о завершении работы уже в следующем году, в 2022 году. Якутские режиссеры отличились на Варшавском кинофестивале. Так, якутский фильм «Ид» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашова получил специальную награду жюри, завершившегося в польской столице Варшавского киносмотра. Всего в главном международном конкурсе принимали участие 15 лент из разных стран. В кинотеатрах Якутии фильм выйдет в прокат 21 октября. 16 числа мы узнали о том, что получили 2 приза. Приз получал один из авторов, Дмитрий Давыдов. И отрадно, что нам дали 2 приза. Это специальный приз жюри. И второй приз – это очень ценный для нас приз ассоциации ЭТПАК. Это ассоциация азиатских кинематографистов, продюсеров, дистрибьюторов. Еще один арт-объект известного ленского художника-скульптора Алексея Цидякова появится в городе. Новое творение мастера – это реплика работы мексиканского художника Хорхе Марин, практически полная ее копия. Сделана инсталляция по заказу одной из предпринимательниц Ленска, которая, так же как и многие ценители искусства молодого и перспективного художника, решила украсить фасад своего офиса. «Крылья Мексики» – так назван арт-объект, сделана по технике предыдущих. Высота конструкции 3,5 метра, вес 400 килограммов. Называется в оригинале эта инсталляция «Крылья Мексики». Авторская табличка на парапете присутствует «Поднимись над суетой». Какой-то символичный такой философский смысл был заложен в эту табличку. Наверное, это сейчас в нашем современном мире актуальная вещь. Действительно, остановиться, подумать, куда ты движешься, зачем ты туда движешься. В общем, немножко по-иному взглянуть на нашу бренную каждодневную суету. К этому часу это все новости. Удачного дня! Ни для кого не секрет, что Якутия притягивает, конечно, всегда и притягивала всех туристов и блогеров со всей страны и зарубежья. Местная экзотика, кухня и, конечно же, природа не оставляет равнодушным никого. На днях в Якутск приехал целый десант популярных YouTube-блогеров. Всех их объединяет одна страсть, и это рыбалка. За их увлечением и добычей наблюдают тысячи десятков телезрителей, зрителей и подписчиков. И сегодня у нас в гостях Вячеслав Бродников, он сидит поближе ко мне, и Андрей Сибирия. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про тот самый блогерский десант, для чего приехали, куда направляетесь и какова основная цель вообще такого мероприятия?
Ну, ко мне приехали друзья, коллеги, блогеры, так сказать, вот, с разных регионов. 2 человека из Калининграда, Андрей из Красноярска и Слава из Алтая. Вот, едем, получается, на рыбалку в Жиганск. Вот, и все. И все. Ну, тогда вот, Андрей, добро пожаловать в Якутию. Впервые Спасибо. ли вы у нас или уже был у вас опыт рыбалки? Был опыт в том году, и он, конечно же, зацепил. Это рыбалка, которая влюбляет навсегда, и любой рыболов мечтает о таких рыбалках во всей стране в нашей, потому что она уникальна. Ну и где вы побывали в прошлый раз, и какой был самый крупный трофей ваш? То же самое было в Жиганске. Самый большой у нас трофей был налим на 12 килограмм. Но количество огромного окуня, щуки, и когда они клюют на голые крючки, это все завораживает и на всю жизнь просто. Но самое главное, что мы не только это ощутили, но и показали это миллионам зрителям. Наших видео распространились очень сильно по Ютубу, и люди тоже получили удовольствие от просмотра. Вячеслав, ну а давайте поговорим о вашем таком самом ярком опыте рыбалки, да? Тем более все-таки на территории республики-то вы у себя дома, да? Вот самая большая добыча ваша какая? Самая большая добыча — это нельма, килограммов 25 где-то, наверное. Да вы что? Да. Как давно и где это было? Сейчас, наверное, многие телезрители думают, где же те самые места? Это на реке Лена, в низовьях я рыбачу в основном в Жиганске. Ну, правда, на сети мы поймали тогда эту нельму, но все равно это, я считаю, что мне самый большой такой улов, трофей. Андрей, ну у вас тоже колоссально большой опыт, да, и все-таки чем отличается Якутия от других регионов? Если мы рассматриваем именно относительно рыболовного направления, то благодаря, наверное, труднодоступности и малой концентрации рыболовов на квадратный километр, то рыбы очень много условий для ее размножения и, главное, роста. Поэтому здесь, конечно, это перспективно насчет рыболовства, однозначно. Но, а вот интересно просто, вот у многих жителей республики же рыбалка уже в крови, да? И сейчас, наверное, сидят они у экранов телевизора и думают, какой же у них маршрут. Ну вот район-то сказали, да, в районе Жиганска, но а именно как? Вот, то есть вы сплавляетесь там, да, на водометах, наверное, да? Куда, как? Примерно хотя бы раскройте нам небольшие секреты вашей успешной рыбалки. Ну, сейчас как бы мы едем на первый лед. То есть в низовьях, на северах лед уже встал. Это здесь у нас вот как бы, а там рыбачить по льду именно. Как проходит-то весь процесс это? Нужен ледобур, снегоход, то есть там уже лежит снег, мы едем на место рыбалки на снегоходной технике и ледобуром делаем лунку, достаем наши снасти, удочки и начинаем. И жить мы будем не в избах, не в подготовленных гостиницах, а в палатках, установленных прямо на льду. Будем рыбачить практически круглые сутки и снимать. Своеобразная такая экзотика, да? И сколько дней планируете провести там? Пока на неделю. Но так как вот самолет что-то задерживается в связи с погодными условиями, там метель, может быть, чуть дольше будет. Ну, Андрей, ну а как ваши близкие относятся к такому увлечению, да, что вот много путешествуете, уезжаете, то есть едете не на там солнечное побережье, допустим, да, Турции, а вот вам подавай лед, рыбалку. Ну, это хорошее увлечение. Я, пользуясь возможностью, хотел бы всем зрителям порекомендовать, особенно своих детей, приучать к этому виду отдыха. Потому что рыбалка — это не просто доставание рыбы, не добыча, а это еще общение с природой. Это поглощение, ну, вообще интересно, очень интересно. Анализировать, понимать и жить в гармонии с природой. И самое главное — беречь ее и заботиться. Вот так. Чтобы детей обязательно приучали к рыбалке. Это круто. Это круто. Ребята, а вот есть ли мечта, вот можно сказать, ну вы профессиональные рыбаки, да, вот есть ли какая-то мечта, может быть, побывать, да, в каких-то местах, может быть, познакомиться с кем-то, вот для каждого из вас? Вячеслав. Ну, для меня мечта также вот поездить по миру, там в разных странах может побывать, половить экзотические виды рыб, например. Также поймать, допустим, там вообще огромный трофей для себя, там какой-нибудь килограммов на 100, на 200. Вот. У Андрея?
Есть цели на следующий год побывать в Астрахани на рыбалке, тоже ощутить классные. Это совершенно другие места, другая рыба, другой народ, обычаи. И также Дальний Восток, Камчатка, горбуша, там, кита, там прочая рыба. Ну, а давайте вспомним истоки, да, у Вячеслава. Вот когда была ваша первая рыбалка, кто прививал вам любовь к такому искусству? Ну, допустим, я с детства как бы на реке вырос, поэтому с самого детства я рыбачу, с отцом все это начиналось как бы. Потом уже с ребятишками сами удочки, закидушки. Ловили небольших ельцов, сорок. И с этого все вот как бы и начиналось. В основном всех начинается с поплавка, с удочки. Вот. А у Андрея? Да, аналогично. Отец брал на рыбалке, вместе ловили карасиков на плавочную удочку. И все это так потихоньку перерастало в самостоятельные рыбалки. Уже сами начали бегать на речку, развиваться, пробовать новые снасти, приманки, изучать рыб. И так вот это все приросло. Ну, а если мы уже перейдем к той самой камере, да, которая добавилась к вашим спиннингам, да, и вот на сегодняшний день блогерство, для чего оно вам, да, и конечно же, здесь, конечно, немаловажно же, сколько у вас подписчиков, правильно же, Вячеслав? Ну, на сегодняшний день у меня 391 тысяча подписчиков, да, и как бы вот это блогерство, это уже стало родом, мое занятие. И теперь просто я обязан как пищу своим подписчикам еженедельно предоставлять, как бы рыбалку, материал там загружать, чтобы вести, в общем, на канале. Люди ждут, потому что, да. А у Андрея? Аналогично, у меня большое количество подписчиков, несколько каналов. У меня есть брат-близнец, у которого 3 дополнительных каналов, которые тоже больше 500 000. Соответственно, мы одной внешностью. Меня узнают даже другие из других каналов. И говорят, как ты там строишь дом, хотя я живу в квартире. В общем, это интересно, круто. Но основная, понятно, что блогерство – это еще небольшой заработок. Потому что аппаратура, пауэрбанки, провода, все это ломается, тонет, намокает. Это, конечно, нужно большие финансовые затраты. И это все идет, конечно же, в основном на аппаратуру. Так, конечно же, основная цель блогерства – это именно показать зрителям, миллионам людей, другие места, какие-то секреты, способы. Но самое главное, конечно же, пропагандировать вот этот отдых на природе, рыбалка, потому что это классно. Это классно. Хорошо, у нас остается совсем немного времени до окончания эфира. Вячеслав, в 3 словах. Рыбалка для меня это? Мое хобби и увлечение. 3 слова. Хобби, увлечение и... Любовь, наверное, не знаю. Ну а мы прерываемся на короткую паузу и вновь вернемся в нашу студию. Программы «Утро Якутия» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня у нас в гостях известные блогеры, любители рыбалки. Это Вячеслав Бродников и Андрей Сибири. Еще раз здравствуйте. Возвращаемся. Вячеслав уже ответил на мой вопрос до ухода на короткую паузу о том, что для него рыбалка. Это хобби, это... Любовь. Любовь и увлечение. Увлечение. И, Андрей, теперь к вам. Такой экспресс-опрос. Можно также ответить хобби, увлечение и работа, потому что съемки – это реальная работа. Это работа. Ну вот тогда отсюда ваш совет начинающим блогерам, которые хотят также, допустим, создать свой канал, набрать 350 тысяч подписчиков и, самое главное, вещать. Вот самые основы, наверное, с чего начинать надо? Надо любить то дело, которым вы занимаетесь, и тогда у вас будет все получаться. Ну и как бы от себя нужно что-то привносить в это, какие-то свои способы там рассказывать, и все будет получаться тогда. А вот в плане технической, точки зрения, для этого достаточно лишь телефон там, и все, или, как вы говорите, это нужно к этому реально подготовиться? Нет, если идея шикарная, и если это что-то новое, уникальное, как у нас некоторые говорят, хоть на калькулятор снимай, это зайдет, это будет интересно, и все равно в каком качестве, но, однако, современные технологии, развитие телевизоров, компьютеров, планшетов, оно, конечно же, требует более качественного подхода
к созданию видео. Хорошо, и последний вопрос. Самая вкусная уха из какой рыбы? Пока из осетра. Пока, да, главное? Пока из осетра. И у Андрея? Да, аналогично, тоже пробовал, довольно-таки вкусная. Но То есть, самая вкусная, она готовится смешанная, то есть бульон в одной рыбе, а осетровый добавляется уже конкретно, когда она готова. Тогда получается вкусно. А есть ли у вас какие-то определенные такие фишки в готовке именно рыбы? Может быть, как-то у вас есть там семейный какой-то рецепт, или же уха, может, запекаете как-то интересно, прям там в полевых У условиях? Вячеслава есть интересный способ, как окуня прям в печку. Ну-ка, Вячеслав, поделитесь, пожалуйста. Мы были шокированы, Да? которые не из Якутии, вот такое увидеть. Ну, в основном я ищу вот национальные рецепты Мгм. такие вот. И мне вот эта уха вот нравится, когда вот в национальном стиле вот приготовлено. В основном это просто голая, ну, рыба, Мгм. там, и различными способами. То есть варится полностью, можно прям с потрохами Мгм. готовить. Некоторые виды, не все. Мгм. А про окунь-то тот самый, куда вы его? Ну, это в большей части как бы прикол, но Да. окуня я варил как бы целиком, то есть его прямо не чистишь, так прям берешь как есть, вот, добрасываешь, варишь, потом кости, мясо отделяешь от костей, забрасываешь туда, и все, и это перемешиваешь, и вот уха готова. Отлично. Ну что, ребят, спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам, ну, во-первых, наверное, хорошей погоды, отличного улова и замечательного настроения. Ну, а Андрей, пожалуйста, возвращайтесь к нам почаще, привозите к нам еще больше блогеров, да, любителей рыбалки, чтобы о нашей Якутии знали на всей территории Российской Федерации. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, у нас есть сообщение от нашего телезрителя. И очень интересное, позвольте, я его зачитаю. К моему счастью, я купила в киоске Саха-Печати «Зимнюю дорогу». Я работала в Амге, после ЯГУ там, конечно, была в Сацы. Поразилась, какой маленький Алас. Муж с Амги, невестка, сын долго жили с семьей. Муж брата еще студентом работал, историком. В 1973 году участвовал в имитации боя там. Видела презентацию его книги по ТВ, поездку писателя в Амгу, завкафедрой журналистом Олегом Сидоровым, уроженцем района. Дети летом у мамы. Дочь родилась в Амге в 1975 году, сопровождали участника гражданской войны Сашки-пулеметчика. Есть его фото. Сколько раз я была в Амге и каждый раз поражалась красотой природы. Один раз собрала целое ведро земляники, красной смородины и грибов. А сын у меня рыбачил. Его дед, участник Великой Отечественной войны, был заядлым рыбаком, папа и сын. Так, Федорова Ида Николаевна. Ида Николаевна, спасибо большое за вот такую историю. То есть человек смотрит наши эфиры. Мы как раз говорили про книгу «Зимнюю дорогу», и вот она решила поделиться вот такой своей, знаете, историей из биографии. Спасибо вам огромное. Ну что, дорогие телезрители, не за горами тот день, когда столбик термометра надолго спустится на отметки ниже 20 градусов. Помимо остальных от морозов страдают и автолюбители. Ведь мало приятного того, чтобы садиться с самого утра в холодную машину, да еще и ждать, пока она отогреется. Но этого можно избежать, если заранее позаботиться о сигнализации с автозапуском. Как выбрать такой необходимый гаджет, узнаем в следующем сюжете. Каждый человек, купив собственный автомобиль, в первую очередь думает о его сохранности. Автомобильные сигнализации давно перестали быть роскошью. Как правильно подобрать сигнализацию? Какие функции, кроме охраны автомобиля, выполняют современные автосигнализации? Давайте узнаем у профессионалов. Немаловажной особенностью для нашего региона в наших климатических условиях является наличие автозапуска. Удобно, когда ты запустил автомобиль, пришел, сел в него, уже руль теплый, сиденье теплое. Есть такое понятие, как гибкая логика. То есть при определенных условиях, при определенных событиях сигнализация может исполнить некоторые действия. Например, можно подключить видеорегистратор так, что при сработке сигнализации он тут же включится и начнет записывать все происходящее вокруг автомобиля. Также по гибкой логике можно сделать, например, закрывание стекол, можно складывать зеркала. Либо можно сделать так, чтобы, например, после заглушения автомобиля у вас еще полчаса был активен прикуриватель. То есть вы оставили гаджет, ушли, он заряжается в течение 30 минут и все это выключается. При просадке напряжения
сигнализация это увидит и запустит автомобиль. Тем самым у вас не сядет аккумулятор. Автозапуск можно выставить как по температуре, так и по таймеру. То есть либо в 7 часов утра, либо при минус 6 градусах. Некорректная или неправильная установка сигнализации может повлечь за собой очень серьезные последствия. Поэтому лучше всего обращаться к авторизованным фирменным установочным центрам. Фирменный установочный центр дает гарантию 5 лет на оборудование и также пожизненную гарантию на все выполненные работы. На данный момент самой распространенной является сигнализация Starline E96. Самой распространенной она является потому, что уже в базовой комплектации она имеет управление как с телефона, так и с брелка. То есть вы можете даже не пользоваться брелком и пользоваться только телефоном. Также с телефона открыть, закрыть, произвести автозапуск, сделать нужные вам расширенные настройки. Главное помните, не пытайтесь сэкономить на безопасности. Можно купить сигнализацию с рук и установить в каком-нибудь гараже, но никто не даст вам гарантию, что в один прекрасный день из-за кустарно установленной сигнализации у вас не сгорит вся электроника в автомобиле. Доверяйте свою безопасность профессионалам. Спасибо большое нашим корреспондентам. Надеюсь, эти полезные советы помогут многим из вас выбрать правильную автосигнализацию. Ну и время нашего эфира подходит к концу, дорогие друзья. Мы вновь обязаны просто прочитать сообщение. Итак, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, поздравления для сына. Любимого сына Алексея Васильевича Захарова от всей души. Поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье. Мы тебя очень любим. Спасибо за заботу и внимание. Крепко целуем, твои мама и папа. Вот так вот, на последних минутах. И еще одно сообщение. Дорогую любимую сестру Светлану поздравляем с юбилеем. Желаю здоровья, успехов во всем и всегда, долгих лет жизни. Живи счастливо, окруженная любовью и уважением детей и твоих родных. Семья Яковлевых из села Рассолода Мегино-Кангаласского улуса. Вот так вот у нас, значит, активизировались наши телезрители. Мы благодарим вас за обратную связь и напоминаем о том, что у нас есть также инстаграм-страница, куда вы можете отправлять также свои поздравления, свои фото и видео, и, возможно, вы станете участником нашей программы. Ну и хотелось бы сообщить вам о том, что уже завтра у нас в студии будут интересные гости. Мы поговорим о том, как можно приобрести недвижимость в городе Москва. Поэтому обязательно завтра в 7 часов утра включайте свои экраны телевизоров, причем информация будет самая актуальная и самая свежая именно от застройщиков. Я думаю, очень актуальная и интересная тема. Ну и еще, конечно, бы хотелось напомнить вам о том, что каждый день в 7 часов утра мы вещаем на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Мы желаем всем прекраснейшего настроения, доброго, позитивного дня и, конечно же, побольше ярких, таких, знаете, счастливых моментов в течение всего вторника. Хотя бы вторника, а завтра уже будет новый день. Сегодня прекрасная погода, ожидается снег, не забываем про это. Поэтому берегите себя и своих близких. Ну а мы увидимся уже завтра. До новых встреч!